Альберт мне повезло. Мне же первый брак вообще же сильный мужа любил. И когда разводилась, тяжело развод последний. Он тебя не отпускал, что ли? Нет! Он же с моей подружкой застукал ее кутеры. Да? Да! Близкой подружкой, представляешь, которые все секреты постоянно вдвоем ходили, спали, ели вместе. Потом она от него ребенка родила. Замуж она за него вышла. Потом сварушка, да? А я? Ну, они не смогли жить потом. Все равно. Я хочу у него интервью взять, тапхам. Альбертом в шейном алдым. Я видела, но это интересно. Она спокойная, кстати, да, Фатима Альбертовна? Да, нормальная женщина. Меня, кстати, Бездянып, не типа наша. Она себя любит, то что шикарная женщина, ухоженная такая. Потом, конечно, меня, вот меня Альберттың бизайнан интервью алған бетін, конечно, меня баштан, типа, а чё өзіңдікінен алмайсың? Альберттікінен аласың? Мен тапам өзімдікін, в первую очередь алырмын. Подождите, найду и возьму, господи. А что, связи нету? Қайыныммен общаться етеді, біз бывший. У меня жесткая свекровь. Она сама не знает. Елна біргені қайта алады, Стерлитамакский он. Ну, сейчас я говорю, Питкей. Альберт только мақтайсың. Он так тобой гордится, мне искренне не тыптала шунда. Былай тыптала. Если у тебя там камера была бы? А вот меня никогда в жизни ничего хорошего, блядь, не скажет, Да? Нет, он бекнет тікші. Да? Ғырурланып, оның да идеялар дейді, білмеймін, машина міне дейді. Она все сама дейді. Анадағы энергия дейді. Мен міне дейді восхищаюсь, адам білән беклер отырды, шынна, білях. Охренеть, Короле! Мен аузын ашып қара отырды, маған сен сұқпам сен. Өті спроси, кім әдейсі ме? Гүшеші. Офигеть! А меня никогда даже, блядь, комплимент ғұмырымда ештеңе жоқ. Ну, знай, что он тобой гордится. Нифига себе, это новость для меня была. Альберт, я тебя сдала. Он, наверное, перебрал. Ну, что у пьяного на языке, у того на трезвом, верно? Он искренне это все говорил. Но если даже и перебрал, а это бекаль. Ну, обычно от него я никогда такого не слышала. Чтобы еще кому-то говорил, это для меня, между прочим, очень такая интересная неожиданность. У нас с Морганом одинаковые пальцы. Это вообще очень редкая деформация пальцев. Понимаете, это очень редкий вид пальцев. Вот смотрите. Ага, прикинь. Мына қарағат. Аның да ошы бармағы одон. Мына қарағат. И менекелі ошлай одон. Но менеке намного одонрақ, чем анықы. Понимаете? Видали? Ты знаешь, что это редкий вид пальцев? Нет, это правда редкий вид пальцев. А кімдір айта бет, қайсыда бармақ ұзынырақ болса, типа, что-то это главное, нәрсе. Типа главное, эту полный, блин. О, курдыңма? Это даже, знаешь, как это называется? Этот палец называется, у него даже есть свое название, шул одон бармақтың. Представляете, мені? Ерінмейді қатын. Ерінмеймелі, уже бір нәрсеге де ерінмеймелі. Мен кустанас не дала. Сейчас открою свою знаменитую кладовку, где можно найти абсолютно любой кустанес. Это вообще кладезь. Все богатства мои сосредоточены здесь, доктор. Пустые банки, спиртные напитки, бал, пастель, набордар всяких. Так, хартамны бал берем. Кил, Юль, киляли, давай, карали, не дай бал карахиня. Какой, сама выбирай, какой этот. Со вкусом. Да, со вкусом, они вкусные. Короче, вот смородина вроде. Карали, мен кудым Да, курмай. смородина. Мына малина бар. Малина. Облепиха, все. Тук-то меня бітінсе керек, мен ошалмай бітті. Я одну только возьму. Ты что, дурочка, что ли? Это знаешь, какой вкусный ням, Баша? Смотри, что сейчас. А что, поменьше нету? Нету. Меня ведь бар поменьше. Это подарочные. Малина. Мына оларды ал. Моргандың асағын ал. Асасына? Да, маманың ал. Анейна. Давай. Спасибо. На, еще один возьми. Жеттин Он вкусный. Потом, брось на весь. Мамин, пойдем. Мы берем. Меня уже пошли. Подожди. Сейчас, какой-то другой же еще у меня был. Ты не дал, да? Марина бар. Малина есть. Смородина есть, evet. Нет, я малину не взяла. Вот смородина еще, 2 возьми. Он очень вкусный, ты офигеешь просто. Хотя бы шуну алайын да, атыбашқа біріме юқтау не береге. Так, друзья, мы сегодня готовим рыбную картофельную запеканку. Для этого мы берем картофель, чистим и нарезаем кубиками. Я уже его залил майонезом, все приправил. И купил в магазине вот такую, не то кита, не то семгу. Это получается у нас
филе. Но он на какой-то магазине не такое филе продает. Это когда сам делаешь, конечно, лучше. Я купил новый аэрогриль Demient. Новый. Он вообще современный. Он управляется телефоном. Там есть специальное приложение рецептов. И вообще можно все управлять телефоном. Лежать на диване, включать и все делать. Вот он, видите, какой стильный. У него управление все сверху. Есть специальное приложение. Скачиваешь его. Вот здесь есть штрих-код, на QR-код. Скачиваешь. И там есть все рецепты. Все, какой ты хочешь. Можешь даже, да. можешь даже свои рецепты загрузить, прикинь. Приложение. Вот, да, вот я какую-нибудь там придумаю рыбу, как по-другому жарить, как не у всех. Скоро Альберт придумает свой рецепт какой-нибудь Вот. рыбный и выложит в этом приложении. Так что следите за этим приложением, Дуста. Там скоро Альберт будет выкладывать свои рецепты. Да. Вот, допустим, Демиент. Вот смотрите, каких только нету. Можно написать здесь рыба, можно мясо написать. Но здесь уже вот так, салат, и ничего, тут шоколадный пицца? Офигеть! Надо попробовать. У меня хлеб с хумусом, блин. Тертый пирог бывает, оказывается. 1000 рецептов, какой только не хочешь. Допустим, рыба. И он тебе, вот смотрите, какие только блюд нет с рыбой. Рыбное филе с сырным кляре. И сюда сейчас выкладываем рыбу. Все вместе. Вот так. Друзья, Шылай рыбный запеканка вам. Тузлар керек вообще-то. вот я борстар керек. потом. Соль в конце. В смысле соль в конце? Аж бешипса как соль была. Нет, когда выкладываем. В смысле сверху будешь сыпать мы? Соль. Это какой-то бутка. Картофельно-рыбный бутка достал. Запеканку это вообще не очень- так делать. Это моя запеканка. Это я в рецепт скоро туда добавлю. Ждите рецепт от Альберта Да. в приложении Ну, вот тут я Демиант. хочу там... Все, вытаскиваем. Вот В это. смысле, а яңа Демианттың обзор istемеймін. Ну, обзор. Вот он, Демент. Демент, вот я говорю, управление наверху, вот все есть. Там вот написано рыба, все. Просто включаешь и все. Вот. Абсолютно все есть. Еще вот такой у него этот сковород, или как там его, посуда у него. Или как там его, отсек, короче. И все. Вот сюда надо сейчас чуть-чуть масла. Вот так, чуть-чуть. Вот так мы его сделаем, вот так. Вот так. Теперь вот это вот сюда. Смотрите, как красиво там получается. Нифига не красиво. Леша, красиво очень. Нет, не красиво. Это Красиво. вообще ужасно выглядит. Леша, ну, наверное, Ничего. Нет. Это правда ужасно выглядит, Альберт. Я не знаю. Опа. Сейчас все. Әлемәндәй бер, әлемәкәй бутка, рыбный бутка пешерә идем. Балык ашай алмай йонсырый белән. Все, нажимаем на это. И все. И вот пошло, друзья. На рыбу нажал. Да, вот мне горит рыба. Именно рыба горит. У него вентиляция. вон. Да, у него все Электропродукт у есть. него. Мгм. Можно управлять, я говорю, на телефоне. Прямо лежать на диване, смотреть телевизор и прямо управлять на телефоне. Вот Это, такой это аэрогриль. прямо для Альберта, это аэрогриль для Альберта сделали, чтобы лежать на диване и управлять. Он это любит. Ваши дети, да, любое блюдо смогут приготовить. Никогда никакое блюдо не испортит. Как бы вы ни старались, аэрогриль не испортит ваше блюдо. Помните, в прошлый раз я еще показывала, как аэрогриль готовит пельмени жареные. Просто замороженные пельмени. Вот сюда вот в чашку, просто замороженные пельмени, вот сюда вот в чашку кладете, маслом мажете, и все. Представляете, такие прожаристые, вкусные жареные пельмешки получаются. Мы в прошлый раз даже со свекровью готовили этот, как там его, манты жареные. Замороженные манты, я еще снимала, вам показывала, замороженные манты положили, и он прям поджаристые, такие красивые получились и вкусные. Ух ты! Сейчас я буду кушать. Это моя запеканочка. Сейчас будем накладывать и кушать. Классно. Сочно. Смотрите, друзья, как... О, увидели бы запах. О, смотрите, друзья. Сейчас будем кушать. Сейчас будем пробовать. Берем вилочку и рыбку. Вообще вкусно. Ну-ка, я тоже попробую. А вот рыба. Там Рыба рыбчиком? вообще кипсака. Обалденная просто. Да?
Блин, что там? Ага, видишь. Так что, друзья, скоро мой рецепт там увидите в этом. Я туда загрушу его. Ну, это не ты готовила, Демьян. Это да, друзья. Это готовил аэрогриль. Вот, теперь у меня есть этот, как там его, личный водитель. Потому что у Ларисы есть своя машина, между прочим. Вот я искала ассистента, да, с машины. Прямо очень хотела, чтобы у ассистента была машина. И все отказывались, у многих машины не было. И отказывались все из-за того, что я живу за городом, в деревне Дорогино. Все говорили, ага, сейчас каждый день туда ездить, на машине к вам не наездишься, зарплата капец какую маленькую платите, как будто знали, сколько я там зарплату поставила. Откуда вы знали, сколько я зарплату поставила? Во-первых. И во-вторых, работы много, что, вашей жизнью жить, что ли? Вот, Лариса, ответь-ка, ты моей жизнью живешь, нет? Нет, вообще минимум задач. Вот так вот. Между прочим, я Ларису так сильно не загружаю. Могу вообще загрузить один день, а второй день вообще на лайте. Я хоть недалеко, у меня 15 минут от дома заняла. Да, Первый день. она рядом живет Мы в вообще. основном не в час пик же ездим. Встречаемся-то с утра можем встретиться. Ты же не каждый день сюда ездишь. Не каждый день она ездит сюда, не переживай. Не час пик, поэтому вообще быстро доезжаешь. 15 минут на месте. Я прям не нарадуюсь, что Ларису нашла. Я боюсь сглазить. Так, мы, короче, с Ларисой приехали к одной женщине. Эта женщина увидела, что мне нужен цветок, прикиньте, большой. Вот это зимелинкус какой-то. И вот мне предложили забрать большой зимелинкус всего за 3000, прикиньте. Почти даром. Блин, тут вообще никого нету, и капка закрыта вообще. Смотрите, какой зимелинкус, это вообще капец просто. Я впервые вообще такой вижу. Это просто Да, дерево. этот, у этого, у Путина в этом, в кабинете, маленький такой, и 3 этих торчат. Чего Путину не позвонили? Он бы забрал такое. А это он уже отцвел. И вон или листья, или цвет опять будет. Он постоянно. Он, Я что, его- он еще и цветет, что ли, Да, получается? Цветок не очень такой этот, но цветет. Офигеть. Калы. Это вообще капец. Как ухаживать теперь? Расскажите, как вы ухаживаете. Мне же сейчас В его неделю жалко. раз литр стоячей воды. Стоячей В неделю воды. раз. И в 3 месяца один раз ложку сахара на литр развожу, Ага. поливаю. Сахар любит, короче. Аспаркам кругом 5 таблеток ложу. Аспаркам. Как идет? Я не знаю, как мы это везем. Они же не влезли, может. Влезет. Этот положишь сиденье и влезет как-нибудь. Лариса, мы сможем, Микян, завязать его чуть-чуть? Блин, мне жалко его прям так. Он живой же. Кин, давай сначала багажник яткыр. Альберт, багажник этот убери. Листьев нету. Да, сначала тебе надо багажник, сиденье опустить. Давай завяжем Ой, его. Аллах, хатам дисциплина. Нет, а вдруг сломаешь, Альберт? Идите, открывайте. Нет, давай, нам надо связать листья. Ой, давайте. Нет, связать надо листья. Надо. Что-нибудь, веревочку нам какую-нибудь, если дадите. Нет, придется, короче, связать листья, потому что очень жалко. Это просто надо же вот такое вырастить. Короче, бабушка сказала, что любит кушать конфеты «Москвичка». И мандарины попросила. Мандарины, говорит, люблю. Сейчас мы с Ларисой ей гостиницу купим, потому что, друзья, очень стыдно за такой цветок. Вообще чисто символически только взяла деньги. Прикиньте, просто чисто символический. А этот цветок вы видели, какой громадный. Лариса, барм хевет. Хевет он ал, я Лариса. Пока. Гюд каймак алам тоже, ага. Я, говорит, я только москвичку сказала. Я думала, уже такие конфеты никто не ест. Москвичку. Оказывается, едят такие конфеты. Ну, я вообще, конечно, удивилась, когда узнала, что у моей маме 100 лет, и она рядом с ней живет. Обалдеть. И она еще присматривает за своей мамой, прикиньте. Вот это же москвичка же, да? Да. Не, москвичка, темный конфет, Микена. Да? Надо еще какие-нибудь мягкие купить. Исмикова Людмила Александровна. Ужас! Я завтра не пойду в этот
Спасибо, спасибо. Наступающим Новым годом. Это вам спасибо за такой цветок. Очень Спасибо, шикардосный. девчонки. Вам спасибо. Все, Лариса, іш бітті. Мені апарып тастаған. Қайтаңда бола. Қайтаңда бола деді ти. Тындырмай ғана индірегіз. Мен әр қапқалардасам. Деловая такая. Меня нельзя тяжелое поднимать после операции. Такие кәуді қарағылар. Нет, не так. Қазір сеңе бұтақтарын көтеріп тұра керек, а мен тортыра керек деймін. Как-нибудь уж, простите. Только не сломайте, пожалуйста, пожалуйста, мой цветочек. Да блин, летом надо было продавать такой. Блин, без батқақ В машина. смысле? Гандырдан что ли? Машина батқақ алу, без, блин. Я вот баткак, нормальный баткак, сухой баткак тагу. Надо пропылесосить можно. Так, поставь на гриль. Сухой баткак не пропылесосишь. Альберт, ну где ты возьмешь такой цветок? Аккуратно, аккуратно. О, с ростом, как Альберт, видали? Никто в жизни такой цветок не видел, наверное. Никто, ни у кого нету такого цветка, ни у кого. О, все. Даже эта стена стала не такой некрасивой. Да. Она даже покрасивее стала. Не говори, даже менять не надо, мне кажется, даже Тариса. Да, прям бежевый больше сейчас заиграла, а зеленый из-за того, что этот зеленый забрал на себя. Анда гүлгүнө керек болгон, оказывается, достар. Представляете? Да, это А мы хотели зелёный прям менять. выпячивала, Да. а сейчас зеленый забрал, а теперь бежевый награкульный. Ларисаның айттым бе, дизайнерский вкус есть у нее. А? Нашли гүл, отыртып койдук. Какая красота. Ай-яй-яй. Такой красивый цветок я еще не видела. Пөте такой тимахнин хада. Не дай бог, она такие женские счастье мамах улерда ойр. Коротко о том, как паркуются миляушапы прямо посреди дороги. Ладно, окей. Здрасте. Ладно, окей, посреди дороги у нее поворот как включенный. Как тебе такое? Главное, папе не показывайте. Упала. Видите, что здесь валбрис закрывают. Они классные. Ну, я поняла, что это мужские. Прикольные. Ты снимаешь, что ли? А расцветка не та, это куда? Подожди, может, мы заберем. Расцветка не так? Расцветка не та? Да? Да, не та пришла. Это какой размер у тебя? 45-й. 45-й? 45-й мам тебе Нет. Подожди, может, папе влезет. Вообще же крутые. Вы в шоке? Как думаешь, папе влезет? Надо, попробуй надеть. А вы можете надеть, я посмотреть, что Давайте, да. это имеется в виду мужская нога влазит, там женская. Пойдем. Вообще товары у людей начнут отбирать. Нет, у вас нога очень даже такая хорошенькая. Не такая деревенская ногища. Узкая, точно, я так не знала. Давайте посмотрим. Не пройдет. Надо тебе. Это отметите по браху, ладно, то, что оно недоброе. Вкусные, да? Все, подойди, пожалуйста. Ссылку я отправлю. Куда вы отправите? Мы Азале отправлю. А, вы Азалию знаете, что ли? Азале знаю, да? Вот. А вот так? У вас что, тут свидание, что ли, на Вайлдах? В общем, башкирская домохозяйка. Меня знают, прикиньте, меня молодежь знает, оказывается. Не смотрят, но знают. Как это не смотрим? Когда Инстаграмом пользовался, смотрел. Сказали Альберту большой размер термобелье, потому что, друзья, сейчас он очень начал сильно болеть, у него поясница болит. Вы же знаете, что Альберт строитель и постоянно мерзнет. Вот, Лариса, кстати, посоветовала термобелье, потому что, оказывается, у Ларисы... Параллель, Альберттің штаны Ларисаның ушла киерге была. Представляете? В плечах как раз... А, смотри, даже одного роста, прикинь. Одного роста с моим мои ноги, а душа и моих. Вообще, очень хорошее термобелье. Наконец-то нашли большой размер. Это 5XL, да, Лариса? 6XL. Носки в подарок положили. Сколько стоит, Лариса? 1300 с чем-то. 1300 с чем-то. Недорого. Слушай, а я короткие платья вообще могу носить, нет? Конечно, кто сказал, что не можешь? Ты женщина хоть куда вообще. Ой, затеяла. Нет, ты просто нагнешься и сразу все трусы. А ты не нагибайся. Там под юбка должна быть еще, белая. Под юбка Да, под юбкой такой белый, ну какая. Нету, да? другой. Здесь нету? платье-пиджак. Мы можем добавить туда. Но у меня есть, кстати, подъюбник. А ты купи этот подъюбник или короткие велосипедки себе возьми. А, велосипедки, кстати, можно, да, действительно. Оцениваем мой образ. Я хочу шикарно выглядеть на Новый год. Пускай моя башка перемотанная, но низ должен быть шикарным. Смотрите, пуговицы вот здесь вот такие, они неудобные. Имейте в виду, девчонки. Платье называется пиджак. Надо Но до конца просто. очень это дорогой. 5000 стоит такое платье. Я считаю, слишком дорого. Ой, до свидания. Ты бесенку послушала. Трусы с накладной попой.
Видали? Друзья, теперь у башкирской домохозяйки появится своя личная попа. Прикиньте, это трусы с накладной попой. Вы видели, да, что есть трусы с накладной попой? Видела, да? Конечно. Что, женщины? Мне даже не есть. Смотрите, оказывается, дорогинские женщины часто заказывают трусы с накладной попой. А я только впервые заказала. Офигеть, прикольно. Прикинь, да? Это не так, что работает. Ты нас заходишь, ты шутка. Ее в качестве залога оставляем. До свидания. Мы ее залог оставляем, она все оплатит. Она все отработает. Да, она все отработает. Если что, она полы умеет мыть, украсит ваш вайлбред. Тут ваша целая машина еще влезет. И поворотник включенный. А ты включила фары? А, да. Самое главное, поворотник выключить. Правила нарушили, вообще так можно, нет? Пока полиции нет, все законно. Надеюсь, наши старцы не смотрят. Да. Мистеры полисмены, если вы это смотрите, отойдите от экрана. Блин, не говори так. А, зеленый. Не смылась. Боже. Прямо перед вашими глазами она разгоняется до 60 километров в час. Это гонщик Милька, самый главный гонщик в деревне Дорогино. Гонщик нелегальщик. А ты вообще туда едешь? Куда мы едем вообще? В табачку так-то. Ладно, еще не надо красно-белый, Мы едем в табачку и в красно-белое. А разве не на въезде в Дорогино было? Думаете, почему Миляша так торопится? Гонит 60 километров в час. Альберт, вот я тебе термобелье заказала. Давай, кипа. Üstün kiyhan, самое главное, üstü, hayha buldu. Яғна беліңді елағына ертахынды. У Альберта до сих пор поясница болит, мы его записали на иглоукалывание. А какого черта очки носить смеги? О, нормально. Это самый большой размер. 5XL, девчонки, имейте в виду. Альберту вот хорошо. Штаны давай сразу. Айда утран кеш кидірем. Яқ, ну надо же, если что, давай 3 рактан, Альберт. Бұяғына не ете бересің, давай кет. Қимай. А? Неме? Ну, батасың, а возвращать не будем, что ли, если қимаға? Ух ты, какие балерунчик мой. Қайыры бәләкей, ол ыштан түгілді, это термобелье, он должен быть облегающий вообще-то, Альберт. О, балерунчик. Наконец-то таптым hier. Har ішке шуны ғана кияхың, Альберт. Har қыш уже. Итак, дорогие друзья, к нам приехала главная елочница Республики Башкортостан Диля со своими елочками. Нифига себе, ты тут елочки понавезла. Мы думаем, кто здесь шуршит, блин, шубуршит. Оказывается, Диля. Диля, что ты украшать уже приехала, что ли? Вот представляете, какая Диля молодец. Прикиньте, вот вы можете дома сидеть, ни о чем не подозревать, ничего не знать, да, и представляете, в один момент у вас могут приехать вот так вот, взять и дубрушатор, вашу входную группу, украсить красивыми елочками. Это все делает Диля, прикиньте. Вы даже можете не понять, что вообще происходит у вас на улице. Уф, ну, Диля. Сегодня очень тепло на улице. Нифига не тепло. Пермские красавицы. Я не поняла, почему из Перми таскаешь елки? А что, у нас в Башкортостане елка орёк, что ли? Бізде олай матур успели. Не почему. Ну, біздің, допустим, сосны у нас красивые, которые Нейля учала белорецкие якларында, если поля на срезку дают, Ага. там можно хорошие. Но наши не умеют готовить. Там же есть В сроки. смысле не умеет готовить? Что не умеет готовить? Ну, просто, например, вот елку надо поздно срезать, Ага, а сосны надо срезать рано. То ага, есть до того, как у них сокодвижение остановится. ага, Сентябрь, октябрь. Шуға поздно готовить италярда. ага. Ну, тігі матурлығы болмай. Ну, Да? там свои нюансы есть. Нифига себе, прикиньте, надо еще, доктор, уметь елку срезать, оказывается. Представляете, это целая наука, вовремя срезать елочку. Иди давай горячий чай сначала. Нет, подожди, смотри, елка сейчас раскрываться будет. Давай, сейчас будем Раз, смотреть. два, три, елочка горит, или... И Диля каждый год приезжает вот так украшать мне входную группу.
На самом деле я звоню Диле, начинаю ее теребить с начала декабря. Елки гони, елки, где мои елки? Вот так вот. И потом Диля Бахар, она говорит, ладно, я быстренько забегу, говорит, поставлю время позднее, конечно, говорит, у меня завал, говорит, всем, говорит, елки нужны. Это ветка канадской пихты, которая вообще не осыпается, ее можно в вазу поставить. Да? А можно всякие композиции из нее Не, делать. домой поставлю. Вот так вот берешь Ага. крафтовую бумагу, это вот на фото. Ага, ладно. Ой, вот все, я тебя сфоткала. Чик. А это чей попьем? Да подожди. Блин, меня на кусакларга даже боюсь. Да, зачем кусок Не знаю, тебе не больно, Ты ничего? только мое лицо кусок-тома. Вот так вот. А то лицо, знаешь, Диля, прям такое жесткое. Так. И болит, когда вот так трогаешь. Так сильно ты помолодела. Да мне 20 лет. нифига, нет. Да? Красивый, пушистый елкалар бізде. Шуға бүгін Михайловкаға келіп қайлағыз. Бүгін пихталар да бар, үйде қойырға, қарағайлар да бар. Веники для бани есть. Кстати, друзья, я приеду к Диле. На 1 час буду продавать елочки. Я пойду чай заварю свеженький, Диляга. Итак, дорогие друзья, сегодня я вас научу готовить очень вкусный чаек. Это специально для Дили. Берем персичек, вот такой вот, разрезаем, вот сюда прям положим. 1,5 грамма, это, конечно, много туда не надо было класть, но ладно, пойдет. Потом мы его вот так вот помнем. Потом, короче, мы, друзья, кладем малиновое варенье. Можно положить мяту, гвоздику, имбирь и все это залить кипятком. Вообще очень легкий рецепт такого фруктового, офигительно нежного, обалденного ароматного чая. Блин, не хватило это воды. Сейчас мы поставим воды быстренько. У меня мята, алаверга с гвоздикой тоже сделаем как-нибудь. Гвоздика тоже очень вкусно получается. И все вот это немножко заварим, подержим. Еще если имбирь будет, тоже вообще офигительно оздоровительный напиток. Специально для елочницы Дили. Харангала утрала ты. У Дили было день рождения, я не пошла и не поздравила. Стыд и позор мне. Ты не увидела подарок, который мне подарили? Кто тебе подарил? Твой этот, что ли? Кто? Который из них? Который турок? Кстати, Диля так и турок не понравился, походу, делал, да? Ты так и не переписывалась с ним, да, Но он Диля? мне iPhone не подарил. А кто тебе подарил? Ну, это секрет. Но это было очень неожиданно. Эй, там Диля мозги или этот рилсы снимает. Каждый день рилсы снимает. Я такая думаю, что это с Дилей случилось со своими елками, носится каждый день и рилсы снимает. Вот в чем дело, оказывается, у нее iPhone. Башкортларға сейдан башка неме керек? Мей керек? Завариться не успел, конечно, апельсин должен был немножко постоять. Ну, блин, коймак. И мне прям аж келе. Холодильник Я такой же мак. так, как ты, не похудею. Шашлык и аж картошка и это турку это мне так и не написала, да? Хатын кыз ирек кеше ядырга тейшим. А он не написал мне. Yok. Дали же твой номер, что не написал? Она же мне говорит, вы с ним общались? Я говорю, нет. Она такая, ладно. Потом через несколько дней пишет, вы ему написали? Я говорю, нет. Я считаю, что мужчина должен первый написать. А еще заванила мужиктар ходит косметолог. Бір мужик вообще пластикадан келіп сақалын. Я охренела. Настораживает, напрягает мужчины, которые прямо тщательно ухаживают за своим лицом. Мне кажется, это как-то вот, ну, что-то вот как будто отклонение какое-то. Я понимаю, женщина, мужики, которые там подтягивают лица, это уже настораживает, мне кажется, не так, что ли? Но есть нарциссы, а есть те, кому это в профессиональной деятельности надо. А, ну да, профессиональная деятельность еще ладно, да, которые зарабатывают своим лицом. Но нарциссов тоже можно понять. Да. Всех, короче, можно понять. Я, которая всегда думала, что ой, ни за что там под нож туда-сюда я не пойду. А сейчас я понимаю, что как бы, у меня на следующий год тоже есть какие-то там потребности. Никогда не говори никогда, оказывается. Это 100%. Да. А что киши удгорят, что мысли удгорят. 5 лет назад какие мысли у меня были, я сейчас совсем по-другому думала. И я думаю, что через 5 лет я буду совсем по-другому уже думать. Какой красивый. Какой нежный. Это я тебе вообще-то на осень заказала. Ты, блин, через месяц-два. 2 месяца же уже прошло, да? 2 месяца назад Диляга заказать Киев, чтобы Киев, блин. В итоге зимой забирать, блин. Сейчас куда-нибудь. Зато на день рождения смогли подарить. Да, зато на день рождения смогла зиму. подарить. Вообще классно. На зимовку, если поеду куда-нибудь. Прям тошненький такой. Был на ее широкий, ну, в смысле, ну, он точно, чем надо одеть, да? Нет, просто под пример говорю. Не, оно как раз.
Видно же? Красивый цвет. Мне идет. Тебе идет, да. Красиво. Тебе идет, оказывается, розовый вообще. Так, розовый все равно освежает, Такая девочка, Ага. нежная. Да. Девочка. Ну ты потому что вообще расцвела, как майская роза. У Дили появился, можно говорить? Можно говорить. Ну, я не могу сказать, что это ухажер. Ну, Просто ухажер же. человек, который проявляет заботу и внимание. Ну, это и есть ухажер. У Дили появился человек, который проявляет заботу и внимание тут-то. И она сразу расцвела, как майская роза. И даже Всегда такой была. как раз-таки даже этот костюмчик подходит ей. Она как майская розовая роза. Она всегда, конечно, была очень красивой, шикарной женщиной с изюминкой. Огненная такая женщина была. Оригинальная такая. А сейчас вообще шикардосная женщина. Ой. Вот смотрите, как влияет мужчина на женщину, оказывается. Мужчина притягивается на женскую энергию. Да. Что там? Прежде всего. Прежде всего, мужчина притягивается на женскую энергию, поэтому я считаю, что это не мужчина повлиял. Все-таки это я проработалась, сделала определенные действия. То есть, работаю над собой. И Все же мы работаем над собой, с возрастом особенно.